Предположим, что в Беларуси вот как-то вот Александр Григорьевич как-то вот осенит, и он встанет на путь света, демократии. Вітаем усіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, намацаваць і прамаўляць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наш сённяшні адмысловы метал-госць, фронтмен метал-гурту Гудстауэр, Владислав Леслі Новожилов. Ну і лідар касмічных піратаў. Ну так. Владислав, можа быць, адразу от у металістаў і у касмічных піратаў ёсць свая нейкая такая ідэя іх там касмічнай ці металічнай нацыі? Ёсць. А гучыць? Не дурыце галавы. Так. Вот нават без таких вот... Не дурыце галавы. Это ведаеш, як калі ты прыходзіш да старшыні райвыканкама, кажаш ему, мне там агарод трэба плот зрабіць, а у нас там ось грошы не хапае. Што адказвае? Не дурыце галавы, кажа. Ось у піратаў, у металістаў таксама. Просто не перашкаджайце жыць, як мы хочам. А гэта вот ўсё ж таки мы кажам так вот, як нацыю можна сказаць, што вот металісты гэта такая нацыя? Не, ну як это нацыя? Ну ты бачыш, нацыя, у якім сэнсе нацыя? Этнічна ці па свядомасці? Ну я вот зараз хацеў просто нейкую такую паралель правесці там з беларусамі, вот некаторыя кажуць, што гэта вот нацыя, другія кажуць, што не сфармаваліся яшчэ як нацыя. Так вот, скажем, металісты ці касмічныя піраты, это вот можна сказаць, што это там такая вот нацыя? Не, это хутчэй прызванне. А металісты гэта, ну, калі у бок жарта адкінуць, так, канешне, гэта субкультура, гэта, як я заўжды казаў, гэта шлях выжывання. Адна такая метод выжывання, ты становішся металістам і неяк робіш вакол сабе такой пухір, у якім сидзіш, і тебе знешні свет не асоба і кранаецца. Такое. Ну, ты жывеш па сваіх законах, і вось і атрымліваецца такое «не дурыце галавы». Я тут себе сижу и причиняю примус, нікого не трогаю. Ну, такое. Ну, это вот, в принципе, як і у беларусаў. Там, моя хата з краю, а у новых рэаліях не дурыце галавы. Да? Вось, я про што і кажу. І гэта нас радніць. Металістаў, касмічных піратаў і беларусаў. Ну, а ввогуле, музыканты, вот мы как бы спрабуем з Максімом тут даведацца, там, кажам, вот хто павінен сфармуляваць нацыянальную ідэю, а для музыкантаў і для металістаў, вот, калі для іх патрэбна нейкая там ідэя, нацыянальная ідэя, ці там, давай вот, валі, Не, ну... дайце чаду і ўсё. Дайце чаду, гэта... Ну, это тое, што мы робім. Мы даем чаду і робім движ нейкі, робім рух у зале, там, у галовах, то і сёе. А ідэя і... Яна ж та же, просто хочацца рабіць тое, што на то, што ты на што згодны. Вось я згодны крычаць са сцэны метальныя, там нейкія тэкстоўкі, песні. Я ж не спявак, насамрэч. Я вельмі хреновы спявак і спяваю так сабе. А вось калі па нотах пакрычаць, гэта я магу, так. Вось, таму я кажу заўжды, я не спявак, я не вакаліст, але я фронтмен. Вось гэта моя такая праца на сцэне. І хочацца жа як гэта рабіць? Хочацца рабіць гэта так, што ты просто будешь мець магчымасць не раз у год выступаць у Менску, каб атрымліваць нейкія грошы, а можна кожны месяц выступаць дзе заўгодна, у умоўны Петрыкаў. Вось у мяне ёсць такі горад, умоўны Петрыкаў. Едем умоўны Петрыкаў, умоўны Васілевічы, умоўны Ашмяны, любы Шклоў. Едем, там робім канцэрт, дамаўляемся на месцы у клубы, і там робяць канцэрт, і выгадна і нам, і вам, і яшчэ людзі прыйшлі, адпачылі, і ўсім добра, разумееш? А для гэтага патрэбна эканоміка. Эканоміка, ну, каб
рэгіёны працавалі і жылі, і каб іх грошы былі на тое, чтобы на канцэрт схадзіць. І трымаць гэты клуб, што там была апаратура суадказная, і ўсё такое. Вось гэта трэба. Хочацца так працаваць. Але гэтага няма. А каб гэта было, ну, вось, не дурыце галавы, дайце працаваць, дайце проста спакойна рабіць на месцы тое, што я магу. Я ж у Менск пераехаў працаваць не таму, што мне заўжды хацелася ў Менску жыць, а таму, што ў Гомлі працы няма. Ну, вось, напрыклад. Ну, у літаральным сэнсе няма працы. Я, наколькі ведаю, палова маіх знаёмых, з якімі я рос, хто зараз недзе ў Расіі, хто ў Еўропе, хто у Літве самалёты фарбуе, там, ой, ты ведаеш, ну, большая частка раз'ехалася. А ў Гомлі засталіся толькі тыя, у каго там маецца, ну, просто такі ўжо несутрасальны базіс, які просто ніяк не зламаць. І яны там нешта робяць, неяк выжываюць. Яны самі кажуць, што выжываюць. Вось. Так што не дурыце галавы, гэта вельмі, вельмі актуальная ідэя, насамрэч. А белорусы слушают металл? Так. А они его слушают вот как финны слушают? Это для них нормальная такая вот регулярная музыка, которая постоянно вот, ну, очень часто встречается? Или это что-то такое редкое? Смотри, какой прикол. Дело в том, что эту штуку вообще шведы изобрели. Они придумали молодым группам давать денег на раскрутку. Угу. Это началось еще со времен Аббы. Почему шведская рок-музыка вообще она стала конкурентоспособной на общем рынке? То есть они, в принципе, хорошо знают английский, им нормально. Но и на шведском поют, хотя это гюльде-гюльде, оно сложновато для уха. В металле это звучит гармонично, потому что металл, он сам гюльде-гюльде. Угу. Он булькает. Вот. Ну, вот они начали давать деньги командам, потому что, оказывается, на музыке можно зарабатывать деньги. Можно ее на экспорт возить, можно... Люди будут приезжать к вам в Гетеборг, никому не нужные вообще в рамках мировой революции. Приезжать из Алабамы и смотреть там, о, у вас тут шведский дезметал, ничего себе. А это потом просекли норвежцы, тоже начали группам деньги давать. Ну, это как бы, это просто в рамках... банковского кредита, но как бы статья такая, ну, на рок-группу, ну, тебе дают кредит, ты его отрабатываешь. И он какой-то такой беспроцентный. Это реальная информация вот из этих стран. Там вот такая штука работает. Поддержка молодых музыкантов в рамках развития культуры. То есть люди вовремя поняли, что рок это не просто там дурдом, это такая же культура, как и... Просто надо понимать, что вот есть, допустим, большой театр, а есть батлейка. Металл это батлейка в любом случае, а большой театр это вот... Боже, сейчас в Беларуси большой театр это вообще давытька. По-моему, лучше батлейку смотреть. Угу. Понимаете, вот о чем я. Слушайте, а если вот Лукашенко вдруг осознает, что металл это, в общем, такой хороший бизнес, и на нем можно хорошо заработать, и это, в общем, гораздо приятнее, чем IT, потому что IT... Ну, во-первых, он этого не осознает, потому что поздно, потому что уже добре, давно... Коля усвядомить и доведи батьку. Коля тем более не осознает, потому что он, как мы знаем, во-первых, оппозиционер, ну вот, а во-вторых, он друг Путина. А Путин тоже металл не любит. Так что, ну, тут все уже как бы невозможно. Есть вопрос не в том, что любит, не любит, а вопрос в том, что нужны деньги и не нужны деньги. Если это приносит деньги, значит, почему бы и нет? Тут беда в том, что косвенное сознание. Тут уже нет просто никакими удачными примерами не докажешь человеку, что есть в мире нечто, кроме хоккея, что может вообще, в принципе, приносить деньги. То есть, ну, как бы, зашолены глаза, вот так вот, все. Ну, ёсць же ж уже разуменне, што IT прыносіць грошы, што вот танкі прыносяць грошы. Ну, я маю на ўвазе World of Tanks. Ну, справа ў тым, што вось танкі і IT гэта... Ой, ну гэта такая рэч, аб якой ён мог чуць там, на нейкіх перамовах. Там, ну, прыходзіць там з умоўным Пуціным, а тот таксама мае ў руках айфон. А што это? Ось так. Ну, ж метал не слухае, таму метал для яго існуе недзе ў паралельным сусвеце. Наогул не існуе. Вось мы ж ведаем, што існуе для Лукашенко. Вось Джей Морс ён ведае. Он чуе вось на днях жыве. Он, наверное, аўтографаў набраўся. Вось, ён ведае эту Таісію Павалій, нават спявае яе. Вось мы ведаем. У него баян добрый. Ён песні сам такі крутой хлопец. Вось, так што тут же ж праблема ў тым, што метал да яго просто не дасягае, да яго высока. А сколько вообще в Беларуси металлических фестивалей в год? Ну, вообще всяких
разных. Ну, так, чтобы это можно было назвать металлом или хотя бы... Учитывая то, что все это идет за счет как бы такого режима выживания, то их много. На самом деле, ну, если статистически их проходит, ну, крупных штуки 3-4. А крупные это сколько людей? Крупные? Сейчас крупные, можно считать, 500 человек собрался, это уже крупные, то есть по людям. Можно считать, сколько команд приезжает. Но это немножко другое, потому что у нас есть страшный локомотив Брюгге, который просто вот перемалывает всю рок-сцену. Туда по 500 команд приезжает. И что там можно увидеть все. Брюгге это фестиваль? Брюгге это клуб возле мотовелозавода там где-то. И там на самом деле просто можно залезть вот на выходные, посмотреть, что там происходит, и офигеть. Там куча команд, и очень интересные. Причем там действительно такие команды, что можно прийти, разъявить рот, и то же самое. Есть такая же ситуация в Гомеле, Квартирник, они там вообще молодцы. Не знаю, как они выживают, за счет чего. Сцена там маленькая, но там даже ТТ уместились. Вот когда нам сказали, я говорю, я там просто... Я там не смогу, не стану просто с моими габаритами. Вот. Они умудряются тоже постоянно, что-то кто-то приезжает, вот... Люди крутятся и показывают. У нас вот эта культура, она срослась с культурой пабов таких, на самом деле. И за счет, ну, они совместно симбиоз, они выживают, и как-то вот так вот рок у нас в пабу и превратился такой. Вот. А именно фестивалей таких, где вот там большущая сцена где-то, ну, как вот «Рок за бобров», это, по сути, их нету. Потому что раньше в Речице делали, там, Metal Crowd, потом Open Air. Что там сейчас в этом году будет, я не знаю, не уверен. Лечится вообще в этом отношении молодцы. Они тоже локомотивили в свое время. Вот. За счет того, что им просто местные власти, наверное, более-менее лояльно ко всему этому делу относились. Кстати, вокалист группы «Эвтаназия», он сейчас вроде бы как бы директор клуба «Черное золото», поэтому они себе это могут. Уже заслуженный человек, вот я к чему. То есть для того, чтобы что-то делать, надо в любом случае внедряться, интегрироваться куда-то во власть. Вот. То есть, опять же, этот славянский базар и прочее Таисии Повалий получается. Вот. Речица – это единственное место, где там что-то большое происходит. Остальное вот на уровне вот таком клубном. А потом, если посчитать, то, в принципе, не очень хорошо у нас. А вот если я начну ездить по рок-металлическим фестивалям, вот по странам, которые рядом с Беларусью, вот, допустим, в Польшу приеду, там, допустим, или в Эстонию, или там в Дании огромные фестивали проходят металлические. И какая вероятность того, что я там встречу какую-нибудь белорусскую команду? Ну, вот у соседей. Да, 100%. Украинцев каких-нибудь. 100% вероятность. Белорусы проще выступить за рубежом, чем в Беларуси. Это уже давно аксиома. А здесь тяжело выступать, потому что никто не слушает? Экономические причины. Нет, все слушают. Тут металл слушает, ты идешь, удивляешься, едет какой-то черт на Бентли. Никогда в жизни не подумаешь, что он металл слушает, а там пантера орет. Он такой за рулем. Думаешь, мама родная. А он для души включил, оказывается, а потом едет себе куда-нибудь в министерство и самурайские акты совершает. Ну вот, я имею в виду, что... А на самом деле белорусы, вот насчет интеграции в Европу, вот кому к металлистам вообще никаких претензий нету. Мы уже давно интегрированы. Вот если прикинуть, для белорусского музыканта вот сгонять в Россию выступить, это в процентах 50, вот это экзотика. То есть, потому что чувак, в первую очередь, рассчитывает съездить надо куда? В Польшу, в Литву, в Латвии большие фестивали очень крутые, и в Литве большие. И у нас традиционно культурные связи очень налажены. Вот. А в Россию поехать, ну, это еще подумать надо. Там, во-первых, кинуть могут. Но это традиционно в России такая фигня творится. Вот. Во-вторых, как бы, а что туда ехать, если есть целая Украина, там даже кормят вкуснее. Вот. А по зрителям то же самое. Приезжаешь в Украину, толпа та же самая. Тут уже идут вопросы, как бы на какой рынок ты больше работаешь, тут дальше думать надо. Но не 100%, но 90% вероятно, что ты приезжаешь куда-нибудь на Килкимжайбу в Литву, и там выступает белорусская команда. Просто потому что люди туда едут, где их слушают 100%. А потому что в Беларуси где ты будешь выступать? На Славянском базаре? Нет. Ну, где еще? А вот есть какая-нибудь команда, которая перебралась куда-нибудь, там, я не знаю, в Америку, в Европу, в Австралию? Так, сейчас скажу. Сделала имя, и, в общем, хотя бы где-то в среднем уровне. Речицкие, опять же, Хомоферус перебрались в Норвегию, вот о чем мы говорили. Они там
сейчас называется по-другому, но, в общем, они занимаются блэк-металом и вполне успешно. И они занимаются музыкой. Вот, насчет их я знаю. Музыканты сами по себе очень часто уезжают, ну, команда распадается, они уезжают, где-то интегрируются очень легенько. Конкретно, чтобы группы переезжали, ну, такие примеры были, сейчас я просто не вспомню. Но могу сказать, что да. Каждое десятилетие кто-то уезжает и оседает. У меня свой есть как бы блог, видеоблог, я собираюсь с музыкантами, мы вопросы всякие обсуждаем, обмусоливаем, и вот я с Ирдоратом общался, Ирдорат, группа, фолк играет вроде, но по большей части это, наверное, даже ближе к металлу по энергетике, по всему, просто вот он не запримоченный. И, в общем, я вычислил, что они, в принципе, уже наполовину больше, там, германо-итальянская группа по количеству выступлений, собственно, потому что, ну, да, Там-то, собственно, им только осталось паспорта поменять, и все. И это нормально. Вот поэтому у нас, ну, как бы, у нас с металлом плохо, потому что его весь продали. И последний вопрос задам. Вот тут было пару лет назад, перед Рождеством, я оказался в Таллине, и там, знаете, есть крепость, и вот ты в нее заходишь, там на входе стоял парень, такой метра под 2 ростом, худой, как спичка, с длинными волосами почти до колена. И он что-то там такое страшное играл, то ли бурзум, то ли что-то. Ну, как бы вот гитара прям, ну, какой-то очень такой тяжелый нойз такой, какой-то абсолютно без мелодии. И что-то еще выкрикивал страшное. Нормально. Вот, так вот. Я к чему это говорю? Люди шли, и вот там... А рядом проходили эстонцы такие, знаете, там с детьми, там семейные, вот бабушки с дедушкой. И все, проходя мимо него, там кланялись, им давали какую-то копеечку и шли дальше. Вот если сейчас вот такой... Зато не ворует. Вот, персонаж вот из вот такого вот из Бурзума примерно будет выступать где-нибудь здесь на Интернациональной. Вот какая вероятность, что бабушки... В арке Брестской крепости. Да, Не, ну, скорее всего, ему ругался матом, и это самое... его схватит 15 полиция. суток. 15 суток, да. Потому что они послушают, скорее всего, и скажут, что-то он крамолу какую-то несет. Потому что непонятное же. У нас что боятся? У нас непонятного боятся. Вот коммунизм – это понятно. При коммунизме все хорошо. То есть, если он будет петь песни советских лет, какой-нибудь, и Ленин такой молодой... И с георгиевским этим ленточкой, то да. То все хорошо. Все хорошо. За интеграцию будет топить, будет нормально. А если, не дай бог, еще по-белорусски, вы что? А если по-норвежски? Тоже арестуют. Ну, ты иностранный агент. Хорошо. От паговорылі столько про металістаў, якія з'язджаюць, що ж таки для людзей ад культуры, ад музыкі, якія, ну вот, цяжкой музыкі, для іх ўсё ж таки мае значэнне вот нейкая там, я не знаю, беларускасць, вот нейкая там мова, традыцыі. Вот можете казаць, што вот мы металісты, мы больш беларусы, чым вот там, скажем, попсовики там, ці ўсе астатнія там ці. Или мы космические пираты? Не, ну космические пираты – это же вообще космос, он наднационален. Вот, что касается металлистов, есть масса примеров, за которые я просто могу вот голову на отсечение дать, да, они белорусы. И я уверен, что я белорус, по крайней мере. Меня могут обвинять, там у тебя там тросянка неправильно. Ну да, я же не завжди на мове розмовляю. Але що робити? Але розмовляю. Ось там... Ну, а мы завжди казали, что мы Godstour белорусский хэви-метал играем. Але гэта, в першую чергу, гэта хэви-метал. А ў другую, это уже беларускі. Потому что, ну, у метале так наогул. Так гэта працуе. А ў чым беларускасць? Наша беларускасць у наших мелодиях, скажем так. Мы свои мелодии, мы их у особым таким асяроддзі робім, таким беларускамоўным. Мы вельмі шмат... Калі сачыняем музыку, мы вельмі шмат слухаем народнай музыкі і капаем там, і на нас уплывае много што. Напрыклад, Троіца – это ўплыў нумар 1, заўжды вельмі ўплывае. Троіца і Палац уплываў свой час. Што яшчэ? Юр'я таксама неяк па галаве дала, што... Ну, шмат чого слухаем, і вось наслухаешься гэтага, і ты уже просто рыф не зробіш. Уже ён будзе нейкі беларускі, ну, просто будзе беларускі. Іншыя робяць іначе. Вось, напрыклад,
Я уже адзначаў, знішчы Лутвіцы, это вельмі удалы проект. Там просто, вось там беларушчына, яна просто вось зроблена, ну, і як атрымліваецца, аснова беларуская, а просто такі рамка такая метальная. Атрымліваецца там так зараз. Вось. Ну і наогул, Алесь пры ўсіх яго мінусах, яму медаль ён уже запрацаваў за сваю беларушчыну. Ён досыць там, як это сказаць, незручны чалавек, з ім палаецца 3 секунды, але вес і увага ў яго ёсць. Вось. Хто яшчэ? Ну, Soulsides, да шмат можна пералічваць імён, якія металісты, якія ў першую чаргу беларусы. Але метал, ён сам уладкаваны так, што метальная, вось гэта, ну як сказаць, структура, яна выпірае наперад, і ты ў першую чаргу металісце ты бачыш металіста, а не венгра ці уганца там. І гэта, дарэчы, вельмі добра. Метал, ён інтэрнацыянальны. Я ж могу просто сказать, вот есть команды, и я слухаю не только там ангельские команды, не только норвежские там какие-нибудь, я слухаю команды из Ирака, и там вельмі добрый металл играют. Есть луганская команда, до речи. Ось 2 таких афроамериканца, афроафриканца, и они фигачат такой Black Sabbath, что я послухаю, офигел. Там вельмі добра. И ты, коли это чуешь, ты уже неяк так... Та яка мне розніца, якого кольорового скура? Вось, в этом сутнасць. Слухай, я неяк, ну, правда, это один раз было, я сустракаўся з Вацлавам Гавалам. І зайшла у нас размова, акурат тады былі вот этыя чорныя спісы забароненых груп беларускіх, і я говорю, вот скажите мне, як чалавек ад культуры, вот як вы ставіцеся да таго, што ў Беларусі адбываецца з этими забароненымі групамі? І он кажа, так, а это все логично, потому что узгадай, вот як у Чехії, той же самой, в Чехословакії на той момант, як все адбывалася. Увесь пратэст, в прынцыпе, ён нараджаўся менавіта з музыкі. Тое ж самае было ў Польшы, музыка, рок-музыка пратэста. Таму гэта ўсё лагічна, таму ўлада баіцца і забараняе, не дае магчымасці выступаць. Я да чаго? Вот можа сёння неяк вот музыка, те ж самыя металічныя гурты, стаць неяк такой музыкай, ну хай не пратэста, а музыкай адраджэння, каб дапамагчы вот беларусам усвядоміць сябе беларусамі, узгадаць, што яны беларусы, увогуле неяк вот так спрацаваць на ўзняццё патрыятызму. Ці метал не про это? Не, тут такая история, что... Ну, это же уже ідзе, это же уже есть. Ось, давайте возьмем нейрадюбель. Ну, панк-команда, так? Грали панк. Але, ось, можна сказаць, што... Пачыналі наогул там з нейкага рускага року. Это ж быў русский рок. Можна зараз сказаць, што Кулінковіч пакойны, ён быў рускім? Зараз не. А можна наогул сказаць, што нейрадюбель гэта каманда, якая укладаецца ў рамкі рускага міра? Ніяк. Таму што гэта беларуская каманда, панк. А колькі ў гэтай беларускай каманды расійскамоўных песен? Многа, шмат, так? Ну, вось і атрымліваецца, што тут просто такі дрейф, культурны дрейф, які, ну, просто гэты пратэст, я не ведаю, наколькі... Зараз наогул цяжка з пратэстам, то некаторыя лічаць, што гэта не патрэбна. Я не разумею, як рок без пратэста гэта нейкая жанчына з гумы і безалкагольнае піва. Нешта не натуральнае. Вось, гэта моя точка, моя пазіцыя. Але хтосьці лічыць не так. Дык вось, наконт пратэста тут такое. Тут можна яшчэ паспрэчыцца. Але ж стопудова беларускі рок і метал, ён спрыяе самасвядомасці, таму што просто ты, калі гэта робіш, ты пачынаеш неяк менавіта дрейфаваць. Ты дрейфуеш нейкую такую у бок, напэўна, сусветнай цывілізацыі. А сусветная цывілізацыя, Беларусь – гэта частка сусветнай цывілізацыі. Колькі нам не казалі, што нас не павядуць за цывілізаваным светам, гэта не працуе. Мы ўсё роўна туды пойдзем. Это трэба вельмі хутка бежаць
от этого сусвету, как бы просто с места сдвинуться в іншую напрамку. Мы все равно туда идем, и там я привожу ось такий приклад завжди. Ось була команда, яка починала з русского року, але потім вона стала класикою білоруського року. І то ж саме, любую метальну команду возьмеш, вона спочатку ось така рускомовна, і вся за метал російський топить. Приклад так само, старожитная команда просто динозавры, Торнадо. Ось коли яна починалась, гэта было просто ось русский рок. У сэнсе русский метал, такой советский метал, ядроны, советский русский метал. Вось. А зараз Торнадо, нават іхнія песні на рускай мове ты успрымаеш як каманду беларускую, тому что ну просто гляньте на Ангуса, ён выходзіць у сваёй вось гэтай шапочки там с незразумела чым, я не могу ідэнтыфікаваць, что там намалёвана, ну ён ніяк не русский, ён усё гэта толкае, пушыць туда у цивилизованный сусвет, ці як это. Ну, вось атрымліваецца такі дрейф. Я табе больш скажу. Ангус недавно звярнуўся да мяне з такім пытаннем, а ты не ведаеш, як бы это мне мае тэксты перакласці на беларускую мову. Вось я табе пра што і кажу. Мы дрейфуем. Мы беларусы, мы не вельмі не любім такія рэзкія рухі. Штурханіна гэта не пра нас наогул. Мы просто як в балоце і прынята мы павольна так кудысь там ідзем. Ось, добра, каб мы прыйшлі ў добрае нейкае месца. А каб мы туды прыйшлі, трэба, каб не дурылі нам галавы. Ось. Опять же. А вот такой вопрос. Вот если посмотреть на всю эту металлическую сцену Беларуси, вот у белорусских команд лучше всего получается что? Вот какой жанр чаще всего вот выстреливает, кажется интереснее? Вот как бы вот куда крен больше? Ой. Тяжелое, мелодичное, вот какое? Есть наработанная школа. У нас очень наработанная школа фолк-металла. У нас как бы традиционно считалось, ну как бы в 90-е, в нулевые был такой расхожий стереотип, что вот эти три славянских государства, в России лучше всего получается дэз-метал и трэш-метал, в Беларуси фолк, метал, а в Украине black metal. Ну, на самом деле, если посмотреть, то ничего подобного. Потому что везде все получается как бы хорошего и там, и там, и там хватает. Вот. Тут же зависит от того, что какая школа. Ну, у нас действительно серьезная школа фолк-металла, поэтому у нас фолковые команды как бы и выстреливают по-серьезному. Но у нас при этом очень серьезный блэк. Ну, просто блэк-победитель. И у нас очень крутые дезовые команды. И, кстати, дезовые коллективы, они же у нас вот как раз и им быстренько идут на экспорт. Вельт, Могилевский. Сейчас это международная команда, они там как бы полупольская, полуещё какая-то, но их больше знают на Западе, их больше знают во всяких Америках. И там уровень такой, что, ой, боже мой, там вырубил и офигел. Так что тут вот такая ситуация. Может по-любому выстрелить. Как бы мы с тобой до начала говорили про джент. У нас и джент очень есть. Очень серьезные джентовые музыканты. Другое дело, что они все молодые. Вот это новое поколение, оно как бы джентом увлекается. Может, оно еще просто не пустило корни, но я видел живьем, и там, знаешь, люди 10 класс закончили, а уже выдают такое мощное. Что... Другое дело, что мне не всегда это на голову налазит. Ну, так вкусы разные. Вот. А можно сказать, что Беларусь, она существует как такая, знаете, филиалы всяких там норвежских сцен, шведских сцен, украинских, литовских сцен. Ни в коем случае. То есть, ну, грубо говоря, молодые, вот как вы сейчас сказали, десятиклассники, быстро что-то осваивают, что-то вот, допустим, какое-то, условно говоря, норвежское, там, или вы много раз повторили слово Польша, что-то польское, и быстро становится частью польской сцены, как бы вот, польского вот, шоу-бизнеса вот, металлического. Это работает только в том случае, если человек себя окончательно здесь не находит и уезжает туда. Если команда остается здесь, как правило... Это же первый этап, на самом деле. Это первый этап, когда ты учишься играть, становишься металлистом. Ты сначала играешь ковры, сначала ты пытаешься играть металлику, там, саксон, ну, кому что нравится. Потом ты как бы становишься собой. А когда ты становишься собой, ты уже
переходишь на второй этап, там уже совершенно другая команда, другой стиль. В большинстве случаев это так. Я могу про себя сказать, что у меня, мое формирование как... черт с ним, использую это слово, вокалиста, оно закончилось тогда, когда я Кирчука услышал. Вот когда я услышал «Троицу», я понял, мама родная, вот оно. Вот никаких не надо, ни «Пантер», ни «Металлик», ничего не надо, вот это надо. И вот как-то я это интегрировал, кусочек Кирчука в себя, и вот получился вот окончательно вот старый, я был счастлив. Вот. И это было уже, кстати, давным-давно, это было в нулевые годы уже. То есть это не так уже и давно произошло. А вот предположим, что в Беларуси вот как-то вот Александр Григорьевич как-то вот осенит, и он встанет на путь света, демократии, просвещения, и, в общем, как бы вот... И дэс-металла. Да, и дэт-металла, и вот, и он скажет, вот как бы, вот людей, которые, вот парней, которые будут играть на улице интернациональная дэт-метал, да, нойз, их перестанут арестовывать, как бы, просто участковый подойдет, скажет, как бы, вот... Автограф. Работает, да, все хорошо, все нормально. Вот, через какое время вот белорусская сцена металлическая станет похожа, ну, примерно вот на соседей? Как вот, в смысле, по уровню? Ну, по уровню. Вот как бы, чтобы вот ты приехал на какой-нибудь белорусский фестиваль, я не знаю куда, ну, в Гомель тот же самый, или в Могилев. Ну, предположим, там будет какой-то фестиваль. И потом после этого сразу же сел на автобус, поехал на какой-нибудь там фестиваль под Ригу. Да, и ты понял, что, в общем, примерно вот одинаково. Но. Да, музыканты у нас традиционно высокого уровня. Что им не хватает, это может быть какое-то финансирование технической оснастки. Ну вот я имею в виду, как быстро нарастет вся эта... это зависит от экономики. Это опять же, как я сказал про условный Петриков. То есть, когда будет возможность просто на выходные договориться с условным Петриковым, поехать туда выступить, чтобы были довольны все, тогда все это заработает. То есть, для этого надо... чтобы работала экономика, чтобы была децентрализация, чтобы были регионы, которые дышат, в которых не обосранная корова, а как бы люди... Ну, такая, знаешь, такая... Как это? Дикий Запад. Ну, просто, что они ходят там, пускай стреляют там, что-то такое. У меня просто вот такая ассоциация, как-нибудь Техас, чтобы был. Вот, тогда оно будет работать. Слушайте, а вот вы говорите, вот, я так понимаю, в условном Петрикове металлическая группа не выступит. Я поясню, почему я все время привожу Петриков. Есть такой... Сейчас он играет в «Омуте», а в свое время мы играли вместе в «Дисторшене», Слава Голиков. Он татуировщик. Так вот, он сам из Петрикова. Он там в свое время... Ну, что такое Петриков? Это, в общем-то, ну, такое, это условный Петриков. Ну, там человек умудрился собрать метальную группу, даже, по-моему, 2 состава он умудрялся как-то локомотивить, и при этом проводил фестивали один. Он бегал, сам все прибегал, куда-то договаривался с отделом борьбы с молодежью, вот этот знаменитый. То есть, да, ну, вот просто условный Петриков, потому что в каждом городе есть такой герой, но не в каждом городе он доживает до какого-то другого уровня. Чаще всего такие люди, они, к сожалению, просто спиваются или заканчиваются. Ну, просто выгорает человек. Выгореть в Беларуси очень просто. То есть загореться идеей там делать металл, нойз, неважно что, космических пиратов там двигать, это легко. Но протянуть как-то это все, это сделать, вот выдержать вот эту систему, которая откровенно враждебна не то что металлистам, а людям вообще... Вы знаете, это героизм. Вот человек вытянул, поэтому я, когда что-то про регионы вспоминаю, я всегда про Петриков говорю. Слушайте, извините, а по поводу того, что система враждебна людям вообще, можно ли сказать, что система в Беларуси, она более... Вот это и есть настоящий белорусский блэк-метал? То есть, как бы, вот умри, все живое. Вот по-настоящему Бурзум играет Александр Лукашенко. Да, вот Александр Григорьевич по-настоящему играет в этот жанр, да? Ну, в общем-то, да, истинное зло всегда под маской. Вот, то есть вот, и в этом смысле, конечно, они могут атаковать металлическую сцену как конкурентов, потому что зачем тебе в Петрикове какой-то дополнительный металлист, когда там вся система... Солодуха приезжает. Ну, коли есть отдел идеологии, вот и блэк метал. В принципе, да. Тут же прикол такой, что я в свое время, когда ездил с Distortion, мы как раз-таки вот ездили в Петриков, еще куда-то, и там я видел даже музыкантов с Василевичей. Для меня Василевичи это, боже, что такое, это какая-то точка на карте Беларуси. Оказывается, там приезжают такие парни, которые вдруг ни с того ни с сего продвигают красткор. Боже мой.
Беларуси краст. Вы вообще понимаете, вообще, что такое красткор для Беларуси? Это настолько вот далекое явление. У нас до сих пор нету ни одной крастовой команды. А там приезжают какие-то пацаны, которые просто не понимают то, что они играют. Они вышли, отыграли, а у меня челюсть. Я говорю, вы понимаете, что вы краст играете? Они, нет. А кто вообще играет вот в Петрикове условно? Ну, то есть, как бы металлисты не приезжают? Металлистов хватает. Не, я имею в виду, вот в Петрикове вот там есть какой-нибудь дом культуры или какой-то вот дом офицера, какой-то зал, куда люди приходят слушать музыку. Вот чего они чаще Я всего не слушают? уверен, что сейчас такая же ситуация, как была 10 лет назад. То есть, это надо, вот вам надо Славу Голикова поймать и с ним поговорить. Я могу дать контакты. Это человек, ну, на самом деле, он достойный человек, и он байкер еще. К тому же расскажет он про мотоциклы все на свете. Вот. Он за регионы гораздо больше знает. Он там делал концерты. Насколько я помню, мы выступали в каком-то вот как раз ДК. Вот такие ДК на местах, вот в регионах, 10 лет назад они еще были более-менее, ну, что ли, такие... более лояльно относились к металлистам, потому что надо какой-то план давать. Надо, чтобы кто-то выступил. Ну, не каждый же день Дорофеева с Василевич приезжает, понимаете? Это же надо какие-то там вообще связи иметь. А тут какие-то под боком есть. Ну, выступили, мы там написали, все довольны. Вот. Так это работало раньше. Я совершенно не знаю, как это работает сейчас. То есть, смотрите, раньше приезжали вот примерно те самые артисты, которые выступали на Славянском базаре в Витебске, правильно я понимаю? Ну, там как-то по разнарядке. Ну, то есть, вот в Петриков приезжали люди из Славянского базара. Сейчас они тоже приезжают. И это все примерно. Да. Больше не... И... В регионах обычно так и происходит. Там висит... Ты ходишь на работу в свой, зеленхоз, и тебе дают просто... Перед фактом ставят, что так, приехала Дорофеева, ты идешь на концерт. Я вот бульбу собирался покопать. Какая бульба, иди там, Дорофеева, песни будешь петь. Ну, они такие есть, как бы. У нас же все галочно-палочно. Ты ничего не понимаешь, но уже оказывается, что ты в театр сходил. Ты ничего не знаешь, но уже оказывается, что ты голос свой отдал там за кого-то. И билет ты купил как бы в театр на Давыдька посмотреть, там, стендапер какой-нибудь. Ну, такой цирк, это же Беларусь. Ну, вы же сами все понимаете. От ты параўноўваў так, што неяк так спачатку слухаюць вот, там, скажем, металіку, потым дарастае да нейкага там... Снимают. Да, снимают, потым дарастаюць да нейкага там усведамлення сябе, разумення сябе. А вот калі з беларусамі параўнаць, вот мы зараз на якім стане? На якім узроўні? Мы сейчас... Мне здаецца, мы толькі кінулі слухаць металіку, але мы яшчэ да Троіцы не дараслі. Дзесьці так. Вось нам зараз яшчэ паслухаць Троіцу, Палац там і т.д. А потым мы уже зможам самі выдаваць музло. Тут же ж, тут, ведаеш, тут нераўнамерна неяк усё. У нас беларусаў атрымліваецца 20% беларусаў, яны ўжо беларусы, а астатнія галасуюць. Ось. Ну, такое. Для того, каб это вот дарастанне шло, можа быць, хутчэй, нам што трэба? Каб нам не дурылі галавы. Это галоўнае. Тут просто нічога не зробіш. Слушайте, а я вот как меня осенил, есть же Макс Корж. Про него никто не говорит. Макс Корж это такой... Ну, это з району Тимы Белорусских. Что про их разговаривать? Ну, сенсу. Ну, вот... Это экспортные продукты. Мы их просто продаем у России, и все. А, то есть это экспортный продукт для России? Конечно. Это то же самое, что... Ось, белорусские попсы, я сразу на вебант раз, и с другого бока завжди казал, лепшая белорусская попса – это Аура. Вось, есть такий коллектив, Аура, это офигенно. Это то, чим просто не соромно не слухать. Мне нават я на 10 была на компе. То, что там такая музня, вот просто гармонично, это божественно. Вось. Ось попса у нас мелодычная такая, і она добра атрымліваецца. І калі у нас просто вось не будут дурыць галавы, і будзе вельмі добра якаснай попсы, вельмі шмат будзе. Будзе што прадаваць. У нас яшчэ будуць свае раксеты і свае абы будуць. Вы просто не дурыце галавы, дайце нармалёва працаваць. Я вот так вот сваімі пытаннямі там про тое, што вот каб узрастанне, дарастанне шло хутчэй, так вот адразу не дурыце галавы. Я хацеў, што подвесці до того, так, як ты сфармулюеш, вот, может быть, нацыянальную ідэю, якая будзе спрыяць вот этому узрастанню. Вот, абламаў адразу. Так, я так зразумеў, что это вот нацыянальная ідэя ад Леслі і будзе гучаць так? Так яна ад беларуса ад простага заўжды так гучыць. Ты, калі... Беларусы, насамрэч,
Ведаеш, праблема ў тым, што беларусам далі аўтарытарнае государство, дзяржава, якая яму не патрэбна. А патрэбна нам дзяржава, якая не дура головы. Ты просто ходзіш, працуеш, свои гуркі там вырашваеш, там банкі закаткі робіш, ходзіш, працуеш на мінскім аўтазаводзе, ці там гандлюеш нейкімі там свістелкамі, неважно што. Просто вось тебе не дураць голову, ты работаеш. У нас галоўнае, у нас нацыя пачнецца, калі пачнецца эканоміка. Слухай, ну вот не дурыце головы, вот не дураць головы. Ты спокойно там вырощиваешь огурки, потом огурки гэтыя спокойно продаешь на рынку, маешь копейку, бизнес вот так вот, экономика запрацавала, клубы працуюць, Гудстайр выступае ва ўсіх умоўных Петрыкавых, все нормально, да, а далей что? А вот для ўсведамлення себе беларусаў, мова, культура. Дрейфуем. Ось калі гэта будзе, ты будешь дрейфаваць, ты просто будзе, у тебя будуць грошы на нормальный интернет, ты уже не будешь глядеть БТ, потому что будешь глядеть YouTube. На Ютубе там будешь Еврорадио у тебя будет завжди, як у меня фоном там працаваць, будешь слухаць, як размаўляюць нармалёвыя люди. Яны голову не дураць, яны кажуць по справе, разумеешь? Вось, и так ты... Вось, такі прикол жонка распавядала, а жонке маці ей рассказала, что яны меня слухали неяк, что я вось у вас у гостях, я размаўляю по-беларускі, и тетки такие, по-беларускі, не пугаюцца, и ось проходит хвилина, и яны уже пачынаюць по-беларуску размаўляць, разумеешь? То есть, правильно? Это же не соромно, это не соромно, можно? То есть для вас национальная идея Беларуси – это вот, в общем, государство, общество, свободное от дурения головы. Да. Вот в нашей прекрасной Беларуси будущего, как русские мечтают о прекрасной России будущего, прекрасной Беларуси будущего, главное, что вы гарантируете, ну, предлагаете, никто никому никогда не будет дурить головы. Да. Кожны займаецца сваёй справай, і гэта дае добры вынік. Пакуль не будзе эканомікі, не будзе нічога. Нацыя у нас зараз расколатая менавіта таму, што у нас няма эканомікі. У нас есть людзі, якія атрымліваюць грошы, і тыя, хто гэтыя грошы дае, тым, хто гэтыя грошы распределяе, неяк так. Вось. От тыя, хто атрымлівае грошы, ну, напрыклад, вось свежы прыклад, это Лухвіч, яго сын, які катаецца на багатай машыне, яму нацыя будзе по барабану заўжды. А яму будзе добра, калі ён будзе парушаць правіла ПДД, і все будзе нормально. Как бы. Ну, навошта яму штосьці? А вось калі гэта не будзе, вось гэтага кумаўства, карупцыі, калі атрымецца так, што яму прыйдзецца самому запрацоўваць себе на жизнь, ну, вось тады... Нацыя атрымаецца, будзе, як гэта кажуць, гражданская суполка ці неяк там. Супольніцтва, вось. Слухай, я вот падрыхтаваў табе ад Еўрарадыё і нашага партнёра Сымбальбай такі вось кубак з такім вот, так вот, ну, як бы, лозунг ці што. З вельмі правільным слоганам. Да, так я не разумею. Тут трэба было памяняць і напісаць «Не дуры галаву», ці калі не будуць дурыць галаву, тады будзе і вот тое, што тут. Так і не трэба блытаць, гэта слоган, а не дурыце галавы, гэта ідэя. Это ж розныя рэчы. Я так на канцэртах крычу і нармалёва. Я ж не крычу на канцэртах «Не дурыце галавы». Я гэта пасля канцэрта кажу. Так што тут все правильно. Дзякую. Гэта будзе, вот это будзе, калі не будуць дурыць галаву. Канешне. Толькі так. Владислав Новожилов, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук. Ідэя X. Не дурыце галаву, і будзе жыць Беларусь. Дзякуй вялікі, слухайце нас. Ідэя X на Еўрарадыё.